день, дорогие друзья! Вначале хочу сказать слова благодарности всем, кто меня смотрит. Спасибо вам за просмотры, за комментарии, за лайки и, конечно же, за подписки. Сегодня хочу рассказать о весенней поездке в Алдан нашего хорошего знакомого Иосифа Михайлова. Спасибо ему большое за предоставленные фото и видеоматериалы. Далее рассказ пойдет от его имени. Цель его поездки — это перегон авто Nissan Datsun, который он оставил осенью еще в Алдане, в тайге. И давайте посмотрим, как сложилась эта поездка. Если взглянуть на карту Алданского района, можно увидеть причудливый силуэт, напоминающий слиток самородного золота, испещренный множеством морщинок, рек больших и малых. Алданский район расположен на юге Республики Саха-Якутия. Он занимает площадь в 15 681 тысяч гектаров. Все эти необъятные просторы географы разделяют на две природные зоны – Приленская плата и Алданское Нагорье. Наш рассказ начнется с села Кутана, докуда он добрался на попутных машинах с города Якутска. И далее с большим трудом удалось найти попутный трактор, идущий в деляну к местным лесорубам, и попросился по дороге его подбросить, так как его машина находилась в 70 километрах от села Кутана. Это место находится в глубокой тайге, и дорога здесь труднопроходимая и разбитая. По дороге ремонтировали ходовую часть прицепа трактора. Кутана – это село в Алданском районе Якутии, является центром и единственным населенным пунктом национального наследия Анамы. Отсюда ближайший населенный пункт село Белькачи находится в 20,6 километрах, Чагда 71,9 километров и Усть-Миль 104,64 километра. Засветло добрались до того места, где была оставлена машина. Первым делом устранили неполадки с ходовой частью машины. Это поменяли колесо и поставили шкворень. И решено было поехать без переднего привода до ближайшего поселка Кутана, чтобы как следует там отремонтироваться. Шкворень – это стержень шарнира поворотного соединения частей транспортных машин. В более узком смысле ось поворота управляемого колеса. А передний привод – это компоновка и конструкция трансмиссии автомобиля, при которой создаваемый двигателем крутящий момент передается на передние колеса. В гараже у местного жителя провели ремонт ходовой части машины. Устранив неполадки, продолжил путь до ближайшего села Белкачи, который находится в 20 километрах. Климат Алдана резко континентальный, с холодной длинной зимой и достаточно теплым коротким летом. Тайга составляет большую часть алданской земли. Зимой и летом одинаково наряден хвойный лес. Здесь в основном растет лиственница и сосна, а в долинах рек преобладают ельники. Сибирский кедр в юго-западной части района, хотя он больших массивов не образует, но поистине украшает тайгу. Придает очарование и пихта. Из лиственных часто всего можно встретить березу, осину и душистый тополь. Надо было проехать несколько лесных участков, где твердого покрытия не было вообще, только глина и песок. Зимой это было более-менее терпимо. Якутский асфальт, как здесь называют снег, все отлично выравнивал.
Но весной, особенно в межсезонье, когда идут и проливные дожди, и тает снег, дорога становится непроходимой. Машины буквально тонут в грязи. Колеистые лесные дороги превращаются в вязкую жижу и начинается вспучивание. По сути сказать, непроходимые пучины, превратившие отдельные участки в болото. В период межсезонья лед становится мягким и появляется много проталин и наледей. Предстоит проложить маршрут по диагонали реки Алдан. Алдан – правый приток Лены. Длина составляет 2273 километра. Берет начало на северном склоне станового хребта и течет по Алданскому Нагорью. Принимает 275 притоков длиной более 10 километров. Название реки Эвенкийская, Алдан – береговая весенняя наледь. Еще одна опасность в том, что под глубоким рыхлым снегом и наледью могут встречаться пустоты и ямы. В такой ситуации одиноко идущему нашему водителю очень помог реечный домкрат, с помощью которого он сам себя вытащил. Вот и добрались до села Белькачи. Здесь он познакомился с местным жителем, который собирает старинные предметы быта и труда. Немного передохнув, на следующий день продолжает путь. В этих местах долина Алдана заметно расширяется. Но у нас предстоит самый опасный участок пути с ледяными торосами и глубокими наледями. В таких местах требуется большой водительский опыт и уверенность в своем автотранспорте. По этим дорогам даже местные тракторы не смогли проехать и вернулись обратно. Конечно же, поездка в одиночестве добавит трудностей, несомненно, и разгребать их придется самостоятельно. К тому же многочисленные притоки Алдана добавляют талые воды. Наледями называют вышедшую на поверхность льда воду. И наледи эти могут надолго остановить идущий транспорт, так как в них очень часто проваливается или же вмерзают машины, техника, груз гибнет. Они создают очень много других проблем. Время от времени выходит, чтобы проверить неисправности, а также состояние льда впереди. Появляются крупные лесистые острова. Ширина реки увеличивается до 1300 метров, средняя до 600 метров. Берега невысокие, песчано-галечные. Возле поселков Белькачи и Усмиль найдены стоянки первобытных охотников. Период, когда природа отдыхает от морозов, в среднем составляет 151 день в году. И все же этого вполне достаточно, чтобы развиваться многообразному миру живой природы. Тайга составляет большую часть Алданской земли. В среднем течение Алдана, вблизи расположенного на левом берегу поселка Белькачи, на границе Алданского и Усмайского районов, на протяжении нескольких десятков километров находятся устья впадающих рек Улахан-Эльге, Белькачи, Күндеки и других, менее заметных.
В их заросших кустарником долинах водятся лоси, много водоплавающей и боровой дичи. На водоразделах в тайге постоянно обитают бурые медведи. Встречаются северные олени, косули, кабарги, а сами реки и озера изобилуют рыбой. Все это привлекало древнего человека, который выбирал для поселения удобные площадки, расположенные на высоких склонах берега. Если рассказать немного из истории, пройдя летом 1964 года вдоль правого берега реки Улахан-Эльге, археологи зафиксировали 15-метровую высокую пойму, 18 и 25-метровые террасы, где могли быть расположены жилища древних людей. На всех террасах были найдены культурные остатки, которые назвали стоянками Белькачи-1, 3 и Эльге-1-2. Находки свидетельствовали, что по мере колебаний уровня Алдана древние люди быстро переносили свои жилища с поймы на подпойму или наоборот, и таким образом без затруднительных дальних переходов всегда находились рядом с водой. Результаты изучения археологических материалов стоянки Белькачи-1 и полученные выводы вошли в отечественную и мировую археологическую науку после первых научных публикаций уже в 1966 году. В 1969 году увидела свет монография Юрия Мочанова «Многослойная стоянка Белькачи-1 и периодизация каменного века Якутии». Тем временем продолжается отчаянная борьба за дальнейший путь по ледовому насту. Здесь очень важна и глубина воды между слоями льда. Машина идет как ледокол, протаривая впереди кромки льда. Местами становится уже глубоко. И в результате машина зависла, зацепившись карданом за ледяной торос. Пришлось вручную долбить лед и вытаскивать машину из ледяного капкана. Dalguna hürer dilini diye kitten tüyürür onu sabar tüyakları Лед, ломаясь впереди по течению, накапливался, образовывая очередное препятствие. Плыли впереди машины, под конец образовав достаточно серьезное препятствие. Приходится и это препятствие брать штурмом. С нескольких попыток удалось более-менее разровнять образовавшиеся препятствия. Проехав несколько километров, не доезжая до близлежащего поселка Усть-Миль, 22 километра, сломалась тяга переднего моста.
Поломка была настолько серьезная, что требовалось только сварочные работы. Поэтому 22 километра до Усть-Миля придется идти пешком. Дойдя до поселка Усть-Миль, он спросил про сварочный аппарат у первого встречного человека, местного жителя, который колол дрова возле дома. Его зовут Валерий. Он предложил ему зайти в гараж и попить горячего чая. По счастливой случайности, как оказалось, он был сварщиком, и у него был свой сварочный аппарат. Объяснил ему, что здесь местная заправка была закрыта, и они пошли искать ему бензин, чтобы по обратной дороге, не теряя времени на поиски бензина, сразу заправиться и поехать дальше. Более того, согласился подвезти на своем буране вместе с запчастями до места, где была оставлена сломанная машина. Вот такие счастливые случайности бывают в дороге. И не зря говорят: мир не без добрых людей. Большое спасибо Валерию за такую помощь в трудную минуту, и пожелаем ему и его семье счастья и благополучия. В Усть-Миле, отремонтировавшись и заправившись, дальше продолжает путь. Пока ремонтировались, дорога до Усть-Майи на реке замерзла, и поэтому дальнейшая дорога прошла без происшествий. А на этом я с вами прощаюсь. Спасибо вам всем за просмотры. Оставьте свои комментарии. И всего вам доброго. До новых встреч. Я